Друзья, привет! Если честно, это очень трудное видео. Для меня это обращение для ЛГБТ-людей из Туркменистана, которые смогли остаться в живых. И сейчас за пределами Туркменистана. Я бы с удовольствием, действительно с удовольствием обратился и тем, кто внутри страны Туркменистана. Но вряд ли он или она в ближайшее будущее смогут когда-нибудь увидеть это видео и меня. Но если ты сейчас внутри страны, то, пожалуйста, помни и знай, и всегда помни, что ты не ошибка, ты не проблема, что есть люди, что ты не один, есть человек, есть люди, которые тебе реально хотят помочь, делают все возможное. Но сперва расскажу немного о себе, очень коротко, потому что могут быть люди, которые могут не знакомы со мной. Я Давид Умаров, основатель «Невидимая радуга Туркменистан». Моя работа сфокусирована на решение проблем систематической дискриминации и репрессии в отношении уязвимых групп населения в Туркменистане, где квир-люди с ВИЧ-статусом сталкиваются с уголовными преследованиями по статьям 133 и 116 Уголовного кодекса. То есть я попытаюсь по-простому. Давайте сделаем проще. Моя деятельность направлена за право жизни ЛГБТ-людей с ВИЧ-положительным статусом в Туркменистане, за отмену, еще раз, за отмену уголовного преследования и освобождения осужденных по статьям 133 и 116. Моя цель – это отмена несправедливых законов, которые делают меня, и в том числе тебя изгоями в собственной стране. Это, если очень коротко. Так вот, обращение для каждого, кто когда-нибудь чувствовал себя одиноким или несправедливо осужденным за то, кем он есть. Со стороны общества и с государственных властей. К большому сожалению, реальная ситуация в Туркменистане таковы, что лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные люди, этих людей преследуют, дискриминируют, лишают права на жизнь. Те, кто живет с ВИЧ, так это уже двойные проблемы, которые подвергаются. Это смерть, стигма, игнор и опасность для жизни. Это какие ужасы там происходят и какие действия применяют против нас. Ты абсолютно прекрасно знаешь. Я знаю, как тяжело жить в обществе. Которое отвергает и причиняет тебе боль за твою идентичность, за то, что ты есть. Я сам прошел через это, потому что сам оказался жертвой этой системы. И всеми прелестями и побочками и был осужден за то, что я есть, за то, что я такой, за то, что я боролся за право таких, как я и ты. Но я не остановился, потому что знаю, у нас есть право на жизнь. Мне сейчас поймет тот, кто прошел через это, начиная с ранних лет. И это боль. Ему пипец как знакомый и близок. Меня не будет понимать человек, который не прошел через это. Ему будет просто пофигу. Казаться, что это нелогично, глупо, нерационально. И вообще, почему ты говоришь это все по-русски? Да. Так вот, к слову, к делу. Я документирую нарушение прав ЛГБТ-людей в Туркменистане. И в этом твоя помощь, ваша помощь не просто жизненно необходима. Если вы видите это, если вы знаете, как это, бояться быть собой, напишите мне, расскажите свою историю, поделитесь тем, через что вы проходите. Пишите мне, делитесь своими историями, рассказывайте, с чем ты столкнулся и с чем вам приходится сталкиваться, с какими проблемами, с какими нарушениями приходится сталкиваться и последствиями, когда вы были в Туркменистане и за его пределами. Эти истории
очень супер важны. Это документы, которые помогут мне задействовать механизмы для того, чтобы изменить эту систему мясорубки. Твой голос не просто слова, это шаг к свободе для всех нас. Я прекрасно понимаю, что это не может сделать тот, который сейчас находится внутри страны. Но ты за пределами можешь это сделать. Это не трудно. Стань голосом беззащитного и слабого. Защити слабого и будь на стороне беззащитного. Для этого не надо идти в огонь, как я. Не нужно быть героем, просто на данный момент, помни, пожалуйста, достаточно сделать то, что я вас попросил. Никто вам не поможет, кроме нас самих. Никто не поможет, не поймет нашу боль и потери, кроме нас самих. Нам надо напрячься булками и самим действовать. Нам не помогут, если мы будем бездействовать, просто сидеть. Ситуация сама по себе, она, не поменяется. Так не работает, когда мы просто говорим: ай, что я могу сделать? Ай, это страшно. Ай, это не моя проблема. У меня много дел, у меня учеба, у меня работа. Я сейчас, не могу сейчас, ребят, и без меня вы все прекрасно знаете ситуацию, да? Нам плохо, нас убивают и пытают, мы теряем жизни, мы теряем все, родных, близких, любимых, и это годами. Моя история — это не только о борьбе за собственное выживание, это абсолютно не так. Это история десятков людей, просто представь, которые гниют в тюрьмах. А те квир-люди, которые еще не поймали, да, в стране, они скрываются в страхе, что их разоблачат, что их подвергнут насилию и заключению или смерти, что и правда. Это на самом деле так. Они существуют полной просто изоляции, лишенной поддержки, понимания. И что самое главное для меня — это надежда. Хотите, напишите мне в Telegram или другие защищенные мессенджеры. Пишите мне в почту или прямо на номер. Мой номер я добавляю в описании. Оно там всегда. И в Telegram, WhatsApp, я не знаю, и так далее. Я не собираю ваши данные. Господи, не забудьте это. Мне это не надо. Подумай над моими словами.